население всегда воспринимать, вот опять оправдывается, как это, пробок нет. На перекрестках заторы возникают из-за одного-двух водителей. Понимаете, когда вот мне задают этот вопрос, у меня всегда складывается ощущение, что этот человек предполагает, что я сам ездил на катке и строил эти дороги, да, или же сам возил асфальт, изготавливал ее. Здания мы не предполагаем сносить. Почему? Потому что и восточный, и западный старый автовокзал, они имеют определенную историческую ценность, да. Что касается троллейбусов, ну, если ищут мою личную выгоду, я троллейбус увозить себе на квартиру, куда-то выставлять не собираюсь. Вопрос возврата маршруток не рассматривается. Аварий, да, вот, с участием общественного транспорта, она растет. Будет проведен капитальный ремонт дороги северной объездной, да, и вместо двух вот этих полос мы планируем шестиполосную дорогу, первую роторную парковку. Если вы знаете, это роторная, когда машина вот, револьверная, она будет подниматься в этой парковке. Мы бы оставили эти кармашки. Вот честно, как на духу скажу, может быть, мы даже на моих странах оставили. Владельцы, да, владельцы магазинов, бутиков, с утра до вечера ставят там, понимаете? То есть смысл. Я думаю, вот хорошая и правильная постановка. Почему? Мы должны говорить о заторах. Но, конечно, это население всегда воспринимать, вот опять оправдывается, да пусть они выглянут на улицу, как это, пробок нет, как это, заторы. Вообще, мы были во многих странах, да, мира, во многих больших городах, мегаполисах, и тоже хотели выяснить, вот как же решаются вопросы пробок. И нужно отметить, что для них вот, это уже, не сказать обыденность, да, но это уже составляющая жизни мегаполиса. Хотим мы того, не хотим. Если мы говорим о строительстве мегаполиса, формировании мегаполиса, мы уже должны привыкать к этим явлениям. Да? Но сидеть и с этим тоже нельзя. Надо искать решение. Почему мы вот акцентируем затор и плотное движение? То есть пробки, да, мы были вот в одних из городах, когда мы могли просто стоять в течение часа-полутора, да, просто на одном месте, без движения, ожидания того, что впереди где-то там высвободится место, и мы проедем. Вот это пробка. А здесь же у нас мы действительно в городе имеется плотное движение, но оно не стоит на месте. При этом мы прилагаем усилия к тому, чтобы уменьшить и это явление. Почему? Потому что это дискомфорт. Это, конечно же, недовольство наших горожан, и они справедливы в том, что уже не могут планировать свой день, свое время. То есть, если они обозначили в течение 15-20 минут доехать до определенного места, решить вопросы, у них уходит на это уже час-полтора. Это правда. И сегодня в чем причина? Первое, конечно же, это увеличение количества передвижного транспорта. Сегодня мы неоднократно озвучили, что наш город рассчитан на 350 тысяч, да, передвижного транспорта, который может свободно курсировать по городу. При этом мы отмечаем, что если взять транспорт, который к нам приезжает с региона, да, исключив то, что мы 420 тысяч автотранспорта, они зарегистрированы в городе, взять иногородний транспорт, это более 750 тысяч автотранспорта сегодня въезжает в город, и мы должны обеспечить их комфортное движение. Первое, с чего мы начали работу, это ремонт дорог, реконструкция дорог, начали строительство новой дороги, это впервые с участием строительных компаний мы начали, да, то есть это, наверное, есть еще уровень доверия этих компаний, что мы не разворовываем деньги, а действительно направляем совместно на строительство дорог. И я хотел бы отметить, что недавно мы в соцсетях был ролик, да, помните, эксперимент, вот по кругу, замкнутому кругу пустили машину в Японии и наблюдали. Даже в замкнутом круге, где машины ехали комфортно, на одной скорости, никто никому дорогу не препятствовал, в какой-то момент, когда отдельный автотранспорт начал
снижать скорость или же ездить, по иной траектории, сразу начали формироваться вот эти заторы, дорожный затор. То есть здесь не только количество автотранспорта, это есть сама организация еще дорожного движения, организованность самих водителей, соблюдают ли они правила дорожного движения, выполняют ли все требования знаков и так далее. Мы же видим, порой на перекрестках заторы возникают из-за одного-двух водителей, которые просто не принимают во внимание требования правил дорожного движения, разметки, светофоров и начинают ездить как попало, и в итоге весь затор этот формируется. Поэтому мы должны комплексно подойти. Рассматривая все эти вопросы, мы, конечно же, пришли к одному, что это требует комплексного решения. И в 2024 году, в апреле, мы разработали концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры, и снижения транспортных заторов на территории города Бишкек. Эта концепция рассчитана на 24-30 годы, и мы идем поэтапно. Мы начали с ремонта дорог, реконструкции дорог. На следующий год мы увеличили количество дорог, которые мы планируем произвести ремонт и строительство дорог. Почему? То есть комфортабельные дороги, когда машины не будут лишний раз притормаживать, останавливаться из-за ям, возможно, имеющиеся колеи и так далее, мы будем обеспечивать одну скорость передвижения по городу. Вот это мы будем делать. Второе, это, конечно же, развитие системы умных светофоров. Почему? Потому что умные светофоры – это есть возможность регулировать дорожное движение не посредством сотрудников ГОБДД, а именно с позиции цифровых решений данного вопроса. Когда на автоматизированном уровне мы можем формировать зеленую волну, создавать на перекрестках разные время переключения светофоров, то есть из-за каких-либо заторов на одной или другой стороне мы можем переключать время и тем самым разгружать этот перекресток. Я думаю, данное решение оно имеет перспективу своего развития. Мы сегодня на 21-22 перекрестках установили умные светофоры. Есть ситуационный центр, который функционирует. К сожалению, тут тоже есть проблема. У нас с подрядчиком, почему? Потому что мы, когда реализовывали данный проект, мы каждый этап отслеживаем и наблюдаем за качеством оборудования, которое они устанавливают, программного обеспечения, функционирует ли оно или нет, имеет ли оно перспективу для того, чтобы мы обеспечили на сегодняшнем ближайших у нас планах 300 перекрестков подобным оборудованием. И тут мы увидели определенную проблему, что качество оно не совсем соответствует тем требованиям, которые мы выставляем. Сегодня город мы категорической в форме и категоричны в том, чтобы нам просто привозили и ставили, что попало. Мы готовы все это отслеживать, независимо от заключенных договоров, мы требуем выполнения качества и с обеих сторон. Да, мы свои обязательства выполняем, мы выплачиваем, но и те подрядные организации, которые ремонтируют дороги, которые ремонтируют светофоры, которые устанавливают умные светофоры, которые предлагают свои решения, они также должны подходить ответственно. То есть нету понятия, это же государственное, муниципальное, пусть делает как-нибудь, сколько мы тут будем. Нет, мы говорим, что мы сегодня ответственны за то, что мы делаем. И, соответственно, мы будем повышать ответственность тех лиц, которые тоже это делают. А так сказать, сделали, давайте, есть же, дорогу положили, положили дорогу. Нет, мы видим, какие есть такие недостатки в их работе. И мы сразу на это указываем, требуем их приведения в соответствующий уровень согласно наших требований. Если нет, мы будем разговаривать так же, как бы это сделали у нас дома или во дворе. Мы также подходим к этому процессу и, соответственно, мы выставили свои требования, несмотря на то, что это
не местная компания, да, это международная компания. Но в любом случае мы выставили требования, и на сегодняшний день мы спорим по качеству. Да, мы недовольны качеством того, что они сделали. Да, возможно, где-то какие-то вещи мы недопонимаем, но в понятии качества реализации этих проектов, функциональности мы можем дать оценку. Почему? Потому что мы видим, насколько оно решает те проблемы, которые у нас есть. И поэтому вот в рамках затора можно говорить бесконечно. Я вам могу привести 1000 примеров, 1000 решений, которые мы пытаемся делать. Я был в Минске, и там они пошли по другому пути, например. Да? В Минске говорят, мы решили посредством большинства дорожных разметок. То есть они не стали заморачиваться на какие-то системы оборудования, хотя у них очень долгое время тоже существует система, вот как ситуационный центр отслеживает ситуацию на дорогах. Они сделали приоритет, это общественный транспорт. Первое место – это общественный транспорт. Вся система, дорожная система, она заточена на то, чтобы обеспечить приоритет общественного транспорта. И также дорожный знак, то есть поворот направо, например, разрешен беспрепятственно, поворот налево разрешен беспрепятственно. То есть вот такие решения, они предложили нам, мы сегодня, на сегодняшний день изучаем. Мы много вот диагональные пешеходные переходы, вафли, да, то есть нанесение на перекрестках. Мы многие эти решения испытываем. На сегодняшний день смотрим на их реализацию. В пилотном режиме мы несколько перекрестков оборудовали. И нужно сказать, если бы наши водители, они тоже были бы в этом плане как бы законопослушные, да, добропорядочные, что выполняли все эти требования, я думаю, мы могли бы много этих проблем и решить. То есть низкая дисциплина водителей тоже проблема? Да, это тоже проблема. Это тоже проблема. Почему? Потому что порой из-за одного водителя весь перекресток на очень продолжительное время может просто стоять в пробке. Да? Не, умные светофоры, они работают. То есть те перекрестки, которые оборудованы, это 21, 22, вот, перекрестки у нас оборудованы, они работают, у нас есть ситуационный центр, мы отслеживаем, мы проводим анализ, он беспрерывный. То есть компьютер сегодня анализирует для того, чтобы в дальнейшем это уже на автоматическом, на автомате, вернее, это реализовалось. Но с компанией для продолжения этой реализации этого проекта мы сегодня приостановили все действия. Почему? Потому что пока качество оборудования, качество программного обеспечения будут уже на надлежащем уровне. Потому что, увеличивая количество оборудования, тем самым и программное обеспечение должно соответствовать, чтобы оно не глючило там, завтра не выключилось, не прекратило свое функционирование. Да? То есть мы, пока они это качество нам не обеспечат, дальше реализовать данный проект мы не намерены. Но при этом мы проводим поиск других компаний. На сегодняшний день у нас с корейской стороной есть договоренность тоже определенная. Они нам предлагают ряд решений. С Китая мы привезли ребята, они тоже сейчас рассматривают решения, чтобы это же оборудование в дальнейшем более модернизировать и использовать уже в том уровне, который... Инфраструктурные проекты, они жизненно важны для города. Почему? Потому что последняя административно-территориальная реформа, мы увеличились в 3 раза. Да? Вот сегодня 41 тысяча гектаров территории составляет город Бишкек. Мы увеличились в 3 раза. Население, когда мы говорим о населении, оно чуть-чуть спорное. Почему? Потому что у нас статистические данные, там 1 134 000. 134 тысячи было, да, вот, в городе Бишкек, присоединяемой территории более 290 тысяч населения, но фактически, исходя из того, как работают наши муниципальные службы, мы можем сказать, что этого намного больше. Почему? Потому что объем мусора, объем перевозки населения даже, да, мы видим, что это количество намного больше. И наши расчеты, это вот самое, если взять минимум, это 1,5 миллиона населения. Но мы предполагаем, что ее даже больше, чем 1,5 миллиона. Почему? Потому что нагрузка на общеобразовательные организации, на детские сады, на общественный транспорт, на коммунальные услуги у нас
намного больше. При этом, кто оплачивает эти услуги, она, конечно же, у нас мы в этом году смогли довести до 1 миллиона. Я думаю, эта работа будет продолжаться, и мы увеличим ее до фактического состояния. Абонентов. Да, абонентов, которые оплачивают мусор, свет. Вот. Почему? Потому что получается добропорядочный миллион, да, который платит за мусор, там, они в итоге повышение тарифа, то есть кто платит, мы на них еще и тарифы повышаем. Да? Так не должно быть. Мы должны обеспечить полноценное, чтобы абонентская база была полной, чтобы все платили, и тогда смотреть, действительно ли так. А не так, чтобы определенная такая добропорядочная часть горожан, которые все оплачивают, все выполняют требования, да, в итоге еще и вдвойне им увеличить нагрузки. Мы так не должны поступать, поэтому перерыв. И вот инфраструктура, она требует не только в тех территориях, которые были присоединены, но и в новых жилмассивах. В этом году, производя ремонт дорог на центральных улицах, да, мы получили возможность ремонтировать дороги и в жилмассивах. Как это произошло? То есть называется фреза, да, когда мы убирали фрезу, потому что мы работу начали летний период, она практически, она из себя эта консистенция представляла и этот асфальт. Мы в итоге ее уже начали чуть ли не охранять это все. То есть, если я не знаю, куда раньше ее девали, но в этот раз мы начали ее использовать полноценно как дорожное покрытие в жилмассивах. Мы привозили туда в рамках потребностей, и около 174 дорог, если я не ошибаюсь, мы сумели еще отремонтировать в жилмассивах, понимаете? То есть помимо 6 основных дорог, мы еще отремонтировали более 170 дорог в жилмассивах, благодаря верхнему покрытию, которое мы убирали со старых дорог. То есть мы в этом случае поступили более так рационально, по-хозяйски. Мы не выбрасывали, не загружали, еще где-то мусором заполняли, а мы это еще использовали во второй раз и тем самым решали вопросы дорог уже на большей территории. То есть это мы не ограничились тем, что это у нас всего лишь 21,7 километров дорог мы отремонтируем. Да? Мы говорим, там тоже мы эту работу проводим. И эти работы не будут остановлены. Я ранее уже говорил, мы будем только продолжать. Мы планировали 8 переездов через железную дорогу. Да? То есть мы сказали, под землей будем проводить эту работу. Начали по Бакаево. Ранее работы подобные не проводились. Мы в эту работу подключили железную дорогу, теплосети наши. Теперь это наши, конечно, с последними реформами. Да? И наши службы, они начали проводить работу, подрядчик, по проведению переезда на Бакаево. Сегодня работы ведутся, да, и поэтому там уже больше наверное, вопрос опыта, когда эти подрядчики, когда наши службы формируют какой-то плацдарм, если можно так сказать, пилотное место, где они там отработают все варианты, механизмы, и в последующем, я надеюсь, это будем реализовывать. Но, конечно же, жизнь вносит коррективы. Сегодня стоит вопрос о возможном переносе железной дороги. Да? Компания China Road, мы заключили меморандум в соответствии с решением Кабинета министров. Сегодня в рамках этого меморандума мы разрабатываем проект железной дороги. Было предложено 3 варианта. Это южная часть. Мы южную часть сразу закрыли, так как это у нас там горы, и, конечно, больше мы ориентированы там развивать такой туризм, сохранять природу и так далее. Второе было на северной части, одна отдаленная, другая же ближе к северной объездной дороге. И мы ухватились за проект, именно который проходит параллельно северной объездной дороге. Тогда мы могли бы сформировать один такой дорожный хаб. Если мы возьмем перспективу строительства нового западного автовокзала, новый западный автовокзал, Ожский рынок, да,
То есть здесь, если там еще будет железнодорожный вокзал, и мы можем обеспечить вот этот небольшой хаб, когда все транспортные развязки, вот эти передвижения будут реализованы через этот именно дорожный хаб. При этом центральную часть дороги по предложению именно China Road, китайской стороны, да и наше видение было, оставляем как магистральную разгрузочную дорогу. Она будет магистральную разгрузочную дорогу, которая проходит посередине города. Посередине города, и тем самым она выезжает в близлежащие города именно Чуйской области. Это Кант и получается Сокулук, дальше Карабалта и так далее, там Токмок. То есть эту дорогу мы готовы вот, через центральную часть города пропустить. Перспектива реализации этого проекта, она имеется. China Road готова выделить финансовые средства. Сегодня оценка по оценкам составляет более 545 миллионов долларов, да, если я не ошибаюсь, вот 545 миллионов, при условии, да, это вот два варианта они, в одном мы долгосрочно выплачиваем эти средства, второе, мы можем предоставить высвобожденные земельные участки под строительство, но при этом в рамках нашего генерального плана, да, вот мы сейчас идет разработка генерального плана, мы в рамках этого будем определять, да, там бизнес, где будет центр, да, бизнес-комплекс, где жилые дома и так далее. Мы вот это все будем прорабатывать, и в этом случае мы поймем, какую форму взаимоотношений мы с ними сформируем. Если мы дойдем соглашение, дойдем решение, возможно, мы в обмен на высвобожденные земельные участки, они нам будут проводить эту железную дорогу. Но насколько бы она таким иллюзорным не казалась, работа проводится, мы намерены ее довести до конца, эту работу, и мы обязательно, я думаю, ее решим. Сейчас со стороны China Road готовится технико-экономическое обоснование ТЭО, да, они разрабатывают ее, и в ближайшее время, буквально сегодня было совещание, где они хотели узнать наши позиции по прохождению этой железной дороги, и даже отдельные части мы уже даже начали проводить. Мы сегодня высвобождаем северную объездную дорогу, мы там проводим работу по вычистке там красных линий. Почему? Потому что даже несмотря на перспективу строительства железной дороги, мы уже к следующему году готовимся к тому, что там будет проведен капитальный ремонт дороги северной объездной, да, и вместо двух вот этих полос мы планируем шестиполосную дорогу, и оно начнется буквально с февраля-марта месяца этот. Строительство, ремонт этой дороги будут проводить Министерство транспорта и коммуникации, да, Кыргызской Республики. Эстакадная уже долгое время мы ее обсуждаем. И, почему это происходит? Потому что средства на строительство развязок эстакадных дорог, она в рамках фазы 3 и фазы 4 была предположительно, да, если так можно сказать, реализация была за счет средств китайской стороны, китайского гранта. Фаза 3 предполагает это 220 миллионов юаней, фаза 4 326 миллионов юаней. Это две суммы, которые в дальнейшем должны быть профинансированы для строительства этих эстакадных мостов, развязок. И мы надеемся на то, что в следующем году мы уже начнем, потому что мы свои проекты уже отправили китайской стороне, уже несколько лет это прорабатывается. Если мы в будущем году будем это форсировать, я надеюсь, что мы найдем реализацию там, и это будет. Я объясню почему. Когда к нам идут инвесторы, у нас очень много сомнений, почему будут это реализован проект или нет. Вот мы когда пригласили сюда компанию из города Чанша по утилизации мусора, да, многие не верили. На сегодняшний день 95 миллионов долларов уже определены как инвестиции в город
Бишкек, да, и этот завод уже строится, причем строится, ну, можно сказать, даже с опережением сроков. Вот мы недавно председатель кабинета министров Акылбек Усенбекович сам посещал этот завод, он это тоже отметил. Практически все комплексные, они уже начали строительство, они строят дорогу, причем дорогу они сперва формировали каркас, металлокаркас, потом бетонировали, потом уже дальше уже цемент, да, то есть они подходят к этому капитально, и есть реализация. То есть почему бы и этому проекту в будущем тоже не реализоваться, мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы мы реализовали этот проект. Вынос железной дороги, она, во-первых, освободит город от многих вещей, и, во-вторых, я думаю, вот необходимость в этих переездах уже не будет, мы будем решать это через систему развязок. И, конечно же, следующий, это тоже инвестиционный проект, который мы сегодня, я думаю, в обществе обсуждается, это Аккула. Строительство бизнес-центра, жилых домов на территории 53,26 территории, да, мы предоставили вьетнамской компании. Они открыли здесь свою дочернюю компанию, поэтому, наверное, у многих вызывает сомнение, почему компания, которая открыта в этом году, она выкупает эти земли. Да? Но их один бенефициар, это вьетнамская компания ROX Group. И я здесь могу одно сказать, что мы дважды выставляли на торги. Когда первый раз выставляли на торги, мы говорили о том, что мы разбили на части. Сперва цельно мы выставили весь ипподром 53,26 на аукцион, потом мы разбили на части. Дважды у нас аукцион не состоялся. И третий раз мы уже в рамках внесения изменений в действующее законодательство, принятия меморандума, инвестиционных соглашений, мэрия заключила буквально на днях договор. Согласно этого договора у нас 67 миллионов долларов они напрямую перечисляют в бюджет города. 34 миллиона долларов это у нас строительство 3 школ, 3 детских садов, дорог, коммуникаций, скверов, да, которые в последующем все будет передано в муниципальную собственность. То есть в целом на этот проект он рассчитан, в общей сумме он составляет около, получается, 101-102 миллионов долларов. Мы сегодня уже в полном объеме получили средства в размере 67 миллионов. Это 5,8 миллиарда сомов. Да? На сегодняшний день мы получили бюджет. Конечно же, мы их отражали у себя в доходной части, но большая часть работ, которая проводилась по городу, они были уже ориентированы на эти средства, но там у нас есть еще определенная экономия этих средств. Поэтому здесь все обязательства, которые мы брали в начале года при утверждении бюджета, мы утверждали бюджет с повышением на 10 миллиардов сомов, да, и мы ее обеспечим на 100% исполнение. У нас сегодня уже каждый месяц мы мониторим. Минимальное исполнение у нас было 92% в одном из месяцев, но в целом мы идем 96, 97, 98 исполнения бюджета мы идем. Поэтому к концу года, я думаю, мы в полном объеме, даже уверен, что мы на 100% исполним бюджет, доходную часть бюджета. Такие же планы мы ставим и на следующий год. Надеюсь, что объем работы очень большой. Недавно счетная палата проводила анализ бюджета города и сказала, что есть более 13 миллиардов резерв. Я думаю, резерв еще больше, да. Конечно же, мы должны подходить более рационально, эффективно к использованию муниципального имущества. Обязательно необходима цифровизация. Почему? Потому что у нас есть примеры, когда земли, муниципальную землю берут за копейки, да, а сдают за доллары. Поэтому этого не должно быть. Сегодня город должен наравне с другими хозяйствующими субъектами, да, на территории города Бишкек зарабатывать. Мы тоже должны зарабатывать. Почему? Если мы не научимся зарабатывать, пополнять наш бюджет, выполнять те обязательства, которые мы поставили перед собой, они невозможны.
Мы должны зарабатывать, и мы должны выполнять эти все обязательства. Мы готовы в этом направлении работать. И этот год показал вот такие вот примеры. В этом году в рамках административно-территориальной реформы бюджет утверждал я сам, без городского кеңеша. Поэтому ответственность была не тройная, можно сказать, 100 раз, да, чтобы, если бы первый раз в жизни мэр утвердил бюджет, еще бы я ее не исполнил, конечно же, ответственность, наверное, была бы высокой. Но мы сегодня обеспечили выполнение этих проектов. Ну, мы рассматриваем это на пересечении проспекта Жибек-Жолу, Фучика, на пересечении улиц Льва Толстого, Фучика, на пересечении улиц Льва Толстого и Молодой гвардии. Да? То есть эти проекты, они неоднократно обсуждались, и они уже отправлены китайской стороне для того, чтобы найти поддержку и начать их уже реализацию. Это улица Шабдан-Батыра, да? Улица Ахумбаева, это начиная с 7 апреля до Жукеева-Пудовкина. Жибек-Жолу, это от улицы Курманжан-Датка до улицы Лермонтова. Бульвар Молодой гвардии, это от перекрестка Жибек-Жолу до улицы Баканбаева. Льва Толстого, это от улицы Ибраимова до бульвара Молодой гвардии. Улица Московская, это от бульвара Молодой гвардии до улицы Фучика. Улица Медерова, это от улицы Панфилова до 7 апреля. Кроме этого, планируется реконструкция и строительство 3 дорог общей протяженностью 10,5 километра. Это улица Сухобатора, это от 7 апреля до Ауэзова. Улица Ауэзова от Сухобатора до улицы Анкара. И также 3-я, это улица Ахумбай, это от улицы Достоевского до улицы Ауэзова. То есть строительство не только дорог, здесь будет еще строительство, построены новые мосты. Мы в этом году планировали отремонтировать 3 моста. К сожалению, мы 3 раза проводили тендер, но не нашли подрядчика. В этом году мы уже перешли на прямые переговоры. Сегодня проводятся переговоры со строительными компаниями Турции и Китая. Если мы найдем с ними взаимопонимание, это будет взаимовыгодное решение, то я думаю, на следующий год мы эти мосты уже тоже начнем ремонт. Почему? Потому что... Да. Да. Так, это было у нас на проспекте Жибек-Жолу, это где вот старый восточный автовокзал, да, Аламедин, через реку Аламедин. Мост на улице Шукурова, это вот через Бычка. Мост на улице Ауэзова, это уже через каналы ТЭЦ. И вот эти 3 моста мы сегодня проводим переговоры. Если мы найдем с одной из компаний уже какое-то решение, мы продолжим этот ремонт. Так, вопрос, я могу однозначно сказать, что вопрос возврата маршруток не рассматривается. Я объясню почему. Потому что вынос маршруток, она связана была еще с экологической обстановкой в городе. Маршрутки, они были на дизельном топливе, да, поэтому мы отказались от маршруток и вывели их за пределы города. При этом, при поддержке президента, уважаемого Садыр Нургожевича, город Бишкек было приобретено более 1000 автобусов на сегодняшний день. Почему я говорю более? Потому что у нас помимо них приехали еще 17 автобусов Исузу, это вот в рамках германского проекта, да, и еще 68 автобусов предполагается в ближайшее время, они прибудут в город Бишкек. Поэтому сегодня мы рассматриваем решение вопросов в рамках именно этих транспортных единиц. Мы будем проводить работу над тем, чтобы еще более увеличить общественный транспорт. Мы не будем возвращать микроавтобусы, да, которые на дизельном топливе. Мы будем, наоборот, увеличивать количество транспорта именно экологически чистым. Это на газе и на электричестве.
мы будем эту работу проводить, но возвращать микроавтобусы мы не будем. Сегодня проводятся переговоры с, как у нас в народе уже так популярно стало, узбечки, да, автобусы вот эти маленькие, малогабаритные автобусы, но они, надо сказать, на газе. Возможно, в ближайшее время мы найдем решение, когда они будут уже переданы в муниципалитет. Муниципалитет для того, чтобы мы правильно организовали маршруты. На данный момент мы проводим активную работу над маршрутами общественного транспорта. Почему? Я объясню. Вы даже сами замечаете, что порой отдельные у нас остановки в центре, да, они перегружены автобусом. Почему? Потому что очень много дублирующих друг друга маршрутов. То есть ряд остановок подряд может один и тот же общественный транспорт прям закрывать. Чтобы этого не происходило, мы сейчас сокращаем продолжительность маршрутов, да, то есть мы им сокращаем продолжительность и добиваемся того, чтобы они друг друга не дублировали, а ездили чаще. При этом это может, мы понимаем, что это может быть нагрузкой на наших горожан, то есть оплата, да, то есть если они могли раньше сесть и в течение часа доехать от точки А до точки Б, то в этом случае они могут несколько пересадок произойти. И мы говорим, если в течение, например, часа они сделали 3 пересадки, то будет действовать одна оплата. Вот когда эти все системы мы сформируем, только потом будем менять маршруты, чтобы это опять... Чисто технически. Да, технически, да. Вот если мы техническое, да, решение найдем, то мы сразу же начнем внедрять эти маршруты. То есть эти маршруты не должны лечь нагрузкой опять на наших горожан. Когда они начнут вместо уже 17 сомов от точки Б до точки Б, они будут платить уже, например, если 3 раза, 2 раза, то уже 34 сома, да, потом 51 сом. Чтобы этого не происходило, они должны также доезжать от точки А до точки Б, но уже за 17 сомов. Мы это будем стараться делать. Да. Когда это будет реализовано? Мы уже со следующего года, я думаю, прям в начале уже следующего года мы начнем реализовывать эти проекты. Сегодня у нас есть же 2 вида оплаты. Это наличные и безналичные расчеты. К сожалению, у нас на сегодняшний день количество аварий, да, с участием общественного транспорта, она растет. И много было разговоров о том, что сегодня имеется определенный план для водителей. И, соответственно, чтобы это исключить, мы хотели ввести дифференцированный тариф. Дифференцированный тариф, когда горожане при выборе формы оплаты, они больше будут склоняться к тому, чтобы оплатить безналичным расчетом. Безналичный расчет – это та форма оплаты, которая обеспечивает прозрачность. Во-первых, потому что мы понимаем, сколько средств поступает в бюджет, и водителю нету контакта. Во-вторых, это очень оперативно, эффективно, но при этом мы вернули наличную оплату. Да, оплату. Почему? Потому что это была причиной гонки первые дни гонки наших водителей общественного транспорта. Они начали эти наличные средства прям зарабатывать. Эти заработки были, конечно же, очень большие. Поэтому мы сегодня вернули наличные, но недавно я принял решение отменить план. Что такое план? Он в понимании от старого плана это надо собрать, да, столько денег. А в действительности план это был такая система, когда высчитывали, сколько пассажиров ездит по тому или иному маршруту и оплачивает наличные, среднестатистическая, да, и устанавливали эту форму оплаты выплаты для водителей. То есть, если он в день собирал по 5000 сомов, он должен эти 5000 сомов оплатить в кассу. Почему? Потому что, чтобы исключить воровство. Но было совещание, где я задал вопрос, когда человек оплачивает безналичным расчетом, есть ли план водителю? Они говорят, нет. То есть 10 пассажиров было, 10 оплатило, они отдали на базу, да. Но тогда зачем смысл ставить на наличку план?
Что в нем смысл? Вот чтобы мы могли собрать все деньги. Нет, это неправильное суждение. То есть мы сегодня исходим из своего удобства. Почему мы должны в ущерб горожан и в ущерб этому водителю проводить подобную политику? Мы отказались от этого, я сказал, наоборот. Сегодня у нас это новые автобусы, каждый автобус имеет видеокамеры. Они могут отслеживать пассажиропоток. Пожалуйста, проводите, включайте свои мозги, работайте над этим, да? Но не надо нагружать ни водителей, ни пассажиров. Все, отследили, выявили, что там наличным расчетом было произведено 10 оплат. Вот, пожалуйста, в конце поездки истребуйте у него эту сумму и все. Будет 3 человека, которые оплатили наличным. Вот эти суммы берите и все. То есть не нужно идти на то, чтобы сегодня ставить планы и вынуждать их собирать эти деньги. Да, мы наоборот вынуждаем, а мы даже наоборот сказать нет. И тогда, возможно, и водители сами будут говорить, да, слушай, мне чем потом сидеть и каждого человека высчитывать, лучше оплачивайте безналичным, объяснять, доказывать и так далее. Чем вот он будет собирать и пытаться лишние средства положить в карман. А мы говорим, нет, вот мы усилим контроль, а по итогам будешь выплачивать уже то, что ты собрал. Все, ни больше, ни меньше. Лично у нас на сегодняшний день, я могу вот с уверенностью сказать, с первых дней работы мы работали над безналичным расчетом. У нас еженедельно эта цифра росла, потому что мы повысили ответственность. Да? Да, вначале мы очень сильно над этим работали. Сегодня у нас соотношение 70 на 30% есть. Вот примерно, если взять. В последнее время мы, благодаря позиции руководства страны, которое говорило, давайте переходите на безналичный расчет, это исключит воровство, люди пошли на безналичный. Я могу сказать, что почему сегодня мы уже не форсируем вопрос дифференцированного вот этой оплаты, да, доводить до 40 сомов, например, и говорит, разница вот высокая, все равно будет там спекуляции разные, разговоры, чтобы до этого не давить, мы сегодня не форсируем, мы больше говорим. Я, например, руководству автотранспортных предприятий, водителям говорю, больше работайте над тем, чтобы убеждать. Давайте мы сегодня сделаем все возможное к тому, чтобы население перешло на безналичный расчет. Потому что и там есть проблемы. Иногда валидаторы не работают, иногда QR-коды не проходят. И это не вина пассажиров, не водителей. Поэтому здесь, когда мы доведем систему до автоматизма и скажем, все, уже дальше некуда. Вот валидаторы, да, через каждую секунду они у вас получают оплату, все это фиксируют, все у нас работает на максимуме, и тогда мы пойдем дальше уже с этим дифференцированным тарифом. Самоокупаемость, если мы даже не обеспечим, мы можем обеспечить полноценное содержание этих автобусов. Понимаете, да? То есть ремонт, да, чтобы у нас эти 1000 автобусов, через 3 года мы их не потеряли, да? Мы сегодня, конечно же, вот этот имеющийся тариф, она позволяет проводить надлежащий ремонт и уход за этим общественным транспортом. Поэтому мы намерены вот этот тариф исходить не из того, чтобы, да, зарабатывать, а больше, чтобы на надлежащем уровне содержать эти автобусы. Да, есть, хороший вопрос. Чем больше, тем лучше, говорят же, да, в любом, даже и в этом случае. Почему? Это вот ответ на ваш вопрос, сокращение интервала. Но выдержит ли наша дорожная инфраструктура этого количества транспорта? Это уже другой вопрос, да, то есть мы сегодня должны эти две вещи соотнести с друг другом. Первый раз, когда в 2021 году меня первый раз назначали мэром, эта цифра варьировалась от 2500 автобусов, да, мы тогда говорили где-то, да, 2500 автобусов, от 1,5 до 2,5 они где-то могут обеспечить полноценный. Тогда вот человек вышел, мы можем уже устанавливать маршруты, интервалы, когда просто все люди будут знать, куда, как поехать. Но
мы видим, что увеличивая количество автобусов, у нас есть маршруты, где не такой уж большой и пассажиропоток. То есть эти маршруты, они могут быть тянуть назад, да, надо же за этими автобусами следить. Поэтому, я думаю, в настоящее время это 1500–2000 автобусов, которые полноценно могут обеспечить всю потребность города на сегодняшний день. Если мы грамотно, правильно сформируем маршруты, грамотно, правильно обеспечим функционирование этого общественного транспорта, да, я думаю, это будет решение. Ну, в 2024 году зарегистрировано 321 ДТП, что практически в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Но при этом мы не должны забывать, что передвижной транспорт у нас увеличился в 3 раза. Если в 2023 году 200 автобусов выходили в рейс, да, то уже в 2024 году мы уже 1050 передвижного транспорта ежедневно находится на линии. И если мы будем исходить из этого, то это получается мизер. Но, честно скажу, у нас каждая авария общественного транспорта, когда мы читаем, у нас сердце кровью обливается, да, потому что мы знаем цену этим автобусам, мы знаем, насколько они необходимы сегодня. И каждый раз, даже на один день, когда автобус выбивается из маршрута, из линии, это уже проблема, это уже негодование наших горожан, поэтому мы стараемся очень трепетно к этому относиться. Но при этом есть ложное мнение, что все автобусы, которые участвовали в ДТП, мы сразу отправляем в кладбище автобусов. Это не так. Мы сразу пытаемся их оперативно ремонтировать. Буквально недавно, когда я узнал, сколько у нас автобусов находится на ремонте, это количество варьируется всегда от 5 до 7 единиц. От 5-7 у нас находится все время на ремонте. Мы пытаемся оперативно, быстро ремонтировать и выводить на линии эти автобусы, чтобы они не стояли. Чем больше они будут стоять, тем больше они будут ломаться, поэтому мы стараемся их быстро, оперативно ремонтировать. По вине водителей, это, если взять количественно 321 в этом году, то 122 это по вине водителя. И, конечно, это уже другие участники дорожного движения, это 109 аварий. Автобусы, они застрахованы? Да, автобусы у нас все застрахованы. У нас имеются уже договоренности с производителем, да, заводами, которые изготавливали это автобусы. Мы с ними, они обеспечивают нас деталями всегда, они всегда в наличии. Поэтому, когда происходит авария какая-то, если это по вине водителя, то водитель оплачивает непосредственно. А если это без вины водителя, то это уже другой участник этого дорожного движения, он уже оплачивает эти расходы. На сегодняшний день практически долгов по расходам у нас нет. Мы все автобусы стараемся ремонтировать оперативно. Выделенная полоса будет в обязательном порядке. В этом году, почему мы отказались, потому что произведено большое количество ремонта центральных улиц города, и мы просто побоялись того, что при таком количестве автотранспорта у нас будет колея за колеей. Чтобы мы не нагружали одну, да, какую-то полосу, в этом году мы отказались, и мы сказали, мы будем делать акцент на выделенную полосу уже в последующем, когда эти дороги получат свою прочность достаточную, тогда мы будем переходить на выделенные полосы. Почему? Это пример большинства городов, которые сегодня решают вопросы пробок. Почему? Потому что выделенная полоса – это есть как бы утверждение того, что общественный транспорт в приоритете. Мы всех приглашаем больше пользоваться общественным транспортом. Если вам комфортно сидеть в пробке, пожалуйста, сидите на личном авто. Но если вы хотите оперативно куда-то доехать, пользуйтесь общественным транспортом. То есть это формула, которая работает и которую мы тоже должны воспользоваться и использовать на территории города Бишкек.
Понимаете, когда вот мне задают этот вопрос, у меня всегда складывается ощущение, что этот человек предполагает, что я сам ездил на катке и строил эти дороги, да, или же сам возил асфальт, изготавливал ее. Ну, конечно, это не так. Но при этом мы изначально, как должностные лица, которые отвечают за это, мы создали условия для обеспечения качества. Первое, мы сказали, 3 года гарантии. В течение 3 лет, если с дорогой что-то произойдет, эта подрядная организация за счет своих средств будет выполнять ремонт. Второе, когда мы искали эти подрядные организации, мы отказались от однодневной компании. То есть это компании, которые вчера появились, сегодня сделали, завтра пропали, и мы ни с кого не спросим. То есть мы выбрали именно те компании, уже, которые долгое время на этом рынке, которые имеют надлежащий опыт, проводят эту работу, и в перспективе, в ближайшей перспективе они не собираются, да и нет оснований к тому, чтобы они просто исчезли. Они будут функционировать, поэтому мы выбрали такие компании и с ними проводили работу. На сегодняшний день, помимо того, что выявили блогеры, да, которые там начали снимать, выкладывать в соцсети, количество недостатков мы выявили, конечно, намного больше. Потому что мы ежедневно проводим проверку дорожного полотна, и каждая выявленная проблема, она прошла соответствующий ремонт, восстановление и приведение в надлежащий вид. При этом, вот недавно вы сами видели и были свидетелем того, что у нас, к сожалению, большому сожалению, это, наверное, на наш период все пришло, все настолько устарело, то там прорвет, то здесь прорвет. Даже когда делают ремонт, предполагая, что там труба еще будет функционировать, мы видим, что они начинают протекать. Потому что эти трубы, они 1974 года, последняя была 1982 года труба, да, то есть они долгое время не менялись. Но при этом мы везде проложили кольца, чтобы оперативно даже устанавливать эти коммуникации в случае аварии. Но бывают такие случаи, когда это произошло, Жибек Жолу Толук Молдо. Помните, да, в такой ролик выдали, что вот там ехал молодой человек, и он снимает и говорит, вот не успели сделать дорогу Жибек Жолу, уже ремонтируют, прокладывают трубу, да. То есть я бы таким людям посоветовал другое, что если это их беспокоит, остановиться, подойти, спросить, в чем причина и почему это, и уже более такую достоверную информацию давать. Хотя это не их обязанность, хотя они могут говорить что угодно. Но в любом случае, там у нас произошло элементарно такие вещи, когда в процессе работы вот этот каток или другая техника, она произвела смещение вот этих конструкций, и в итоге там уже со временем произошла авария. Так как это было в процессе проведения работ, мы это выставили подрядчику, подрядчик дал возможность нашим службам отремонтировать, но полотно восстанавливал уже за свой счет. То есть здесь мы эти работы проводим. Здания мы не предполагаем сносить. Почему? Потому что и восточный, и западный старый автовокзал, они имеют определенную историческую ценность, да, и мы на сегодняшний день больше говорим о их реконструкции и использовании в интересах города. То есть в дальнейшем мы будем рассматривать, предлагать, искать инвесторов, работать с ними, да, и тем самым обеспечить их функционирование, этих автовокзалов, для тех целей и задач, которые будут выгодны городу и горожанам. Мы уже начали работу. Буквально вчера я посещал Ортосайский рынок. Там уже 2 точки, где мы определили для многоярусной парковки. Одна из которых уже начали рыть котлован. Мы, когда и говорим о многоярусных парковках, мы всегда предполагаем, что 1-2 уровня у нас должны быть под землей, как минимум, для того, чтобы более эффективно использовать эту территорию парковку. И, конечно, 4-5 этажей – это уже вверх. Работы начаты,
Мы были вчера в Аламединском районе, также определили место для многоярусной парковки. Определен на сегодняшний день уже арендатор, который готов это строить, мы с ними будем проводить работу. При этом мы уже провели переговоры, заключили договора, первую роторную парковку. Если вы знаете, это роторная, когда на 5-6 машин, на 12 машин, то есть в зависимости от конструкции, машина вот, револьверная, она будет подниматься в этой парковке. Это роторная парковка. Мы предполагаем, где-то после 15-го она прибудет уже в город, и мы будем устанавливать тоже на артосайском рынке. Мы хотим посмотреть эффективность ее, показать другим хозсубъектам. И если она найдет такую популярность, решение, я думаю, мы ее будем использовать повсеместно. Потому что есть два вида роторных парковок. Это первая револьверного такого вида, как револьвер, и вторая это уже мозаичная, когда как мозаику расставляют машины. И в принципе и та, и другая имеют опыт реализации в других городах мира. Я надеюсь, у нас найдут свое решение. Сегодня работает рабочая группа, мы уже утвердили. Буквально в настоящее время они уже объезжают город, мы пока выявляем эти торговые точки. Но вот последняя, которая была в соцсетях, информация, мы выставили свою позицию, что эти места они должны быть возвращены парковкам. То есть те торговые точки на месте этих парковок, которые были установлены, они должны быть разрушены, да? То есть приведено все в соответствие с теми требованиями, которые ранее это строилось той или иной бизнес-центр. Поэтому мы сегодня намерены вернуть это все парковочные места. Этот проект у нас подготовлен. Да, то есть мы говорим о зональности парков, то есть мы город разбили на зоны. В зависимости от этих зон рассчитывается коэффициент, да, ценовая категория оплаты за эти парковки. Вы знаете о том, что у нас в этом году были перевыборы городской кеңеш, так как это входит в их полномочия, данные проекты. Вот с данным созывом городского кеңеша будут отрабатываться. Мы эти проекты будем вносить в горкеңеш и уже в рамках полученных решений уже реализовывать. Два этих проекта, был еще третий проект, они шли одним комплексом. Это было в рамках международного опыта, разработаны альтернативные методы решения дорожных заторов. Мы предложили эти проекты, вынесли на общественное обсуждение. Я хочу отметить, что в рамках общественного обсуждения они не нашли поддержки. Более того, когда мы согласовывали с министерствами и ведомствами, там тоже были высказаны ряд замечаний и предложений. Поэтому в настоящее время эти проекты, они заморожены. Да? То есть мы не ведем ни доработку, ни пересмотр этих решений. Они на сегодняшний день заморожены. Почему? Потому что мы пошли по другой дороге, так сказать, если можно. Мы сказали, давайте мы сперва создадим условия, максимально протестируем все решения вне этих ограничений. Если это даст положительные результаты, то мы будем идти именно в этом направлении. Сперва это дороги, развязки, парковочные места, умные светофоры. Когда мы максимально все эти методы обеспечим их функционирование, тогда мы будем возвращаться к этим ограничениям. В настоящее время эти вопросы, они закрыты абсолютно. Мы их не обсуждаем, мы по ним не ведем работу. И пока мы не выполним свои, так сказать, обязательства в рамках развития города, мы к этому возвращаться не будем. По Ататюрку у нас
идут судебные процессы. Мы приняли решение, мы отказываться от данного решения не намерены, но при этом идти бездумно рушить там здания, дома, сооружения мы не собираемся. Мы изначально, когда принимали это решение, говорили, все должно решаться в рамках действующего законодательства. Потому что это проблема, которая шла годами. Надо было ставить точку. Почему? Я объясню. Если бы мы не определили границы территории Ататюрка, то дальнейший процесс узаконения даже там, этих объектов, он практически невозможен. Почему? Потому что все эти выделенные земли, они нигде не формализованы. То есть даже непонятно, как эти решения принимались, если не вносились изменения. Тогда мы должны были по логике сперва менять границы, да, Ататюрка, а потом выделять эти земли. А на сегодняшний день он в каких границах был, так и оставался, поэтому я вынужден был, и я был уверен в этом, когда принимал решение, что мы должны сохранять эту парковую зону. Мы сегодня подано со стороны управления контроля землепользованием 46 исковых заявлений, со стороны управления муниципальным имуществом 38 исковых заявлений. Да, у нас есть факты, когда с отсылкой на то, что с обоснованием, что это было уже давно, прекращается рассмотрение исковых заявлений, это в количестве 22. Но мы не намерены останавливаться. Мы сегодня готовы пройти все судебные инстанции, доказывать о том, что эта земля находится в парковой зоне. Когда мы первые дни говорили, да, это не так, да, мы подняли все объявления. Просто возьмите, зайдите в Google, да, вот, наберите парк Ататюрк, и вы увидите, что все покупали и продавали, и цены формировались только благодаря тому, что это находится в парке, в парковой зоне. Они говорили, это экологически чистое место, это парковая зона, вот мы продаем дом, покупаем дом и так далее. Все вот эти процессы, они происходили осознанно. Они знали, понимали и хотели дома в этом парке. Они сегодня вот результат всей этой деятельности. Против мэрии, решение мэрии было 16 исковых заявлений. Они на сегодняшний день находятся на рассмотрении. Насколько мне известно, там одно было удовлетворено, но мы тоже сейчас опротестуем. Я еще раз повторю, мы пройдем все инстанции, а одно оставлено без рассмотрения. Я не хочу говорить о минусах. Почему? Потому что решение принято, мы расширили город. Город должен расширяться, развиваться. Я недавно был в городе Чэнду в Китае. И когда я своему коллеге начал рассказывать, что город Бишкек увеличился в 3 раза, он так удивился на меня, смотрит, говорит, а как, почему вот как бы вы на этом? Я говорю, ну вот была административно-территориальная реформа, в рамках потом принят закон. А он говорит, да мы каждый год разве это увеличиваемся. Я говорю, как вы каждый год? Вот он говорит, ну каждый год. Если мы где-то, говорим, строим инфраструктуру, например, построили аэропорт, то мы вокруг этого территории уже присоединяем к городу и начинаем развитие над этой территорией. То есть они практически каждый год он развивает этот город, увеличивается. То есть город получает от этого только плюсы. Да, будут переходные моменты. Почему? И вот мы говорили же, бюджет 32,5 миллиарда сомов. Бюджет присоединенных территорий составляет 868 миллионов сом. Понимаете, да? 32,5 миллиарда. Поэтому спрашиваю. Да, 868, да? То есть мы, город сегодня еще плюс 30 миллионов, да, по 30 миллионов каждая территория. Более того, мы еще ремонт дорог, строительство школ, детских садов, мы уже на следующий год планируем туда, да, то есть здесь, конечно же, очень много это требует ресурсов, но мы получили очень большую перспективу развития города. Мы получили новые территории, земли, где мы могли бы разворачивать новые микрорайоны. Город должен развиваться.
Мы не должны ее держать вот в этих клещах, которые были сформированы там, в 96 году, правильно же? Город должен развиваться, сегодня требования времени, но есть еще другая формула, есть пределы развития города, то есть город нельзя вот все время ее расширять и расширять, но пока, в настоящее время, я думаю, это актуально, и мы получаем плюсы в плане того, что очень большие перспективы развития. Мы заключили договор с компанией Ник МСК, да, это топовая компания, которая занимается урбанизацией, разработкой генерального плана. И они тоже говорят, что город получил возможность развития. Мы сегодня все сконцентрировали в центре города, а надо наоборот их разбрасывать, да, то есть мы не должны уменьшать нагрузку на центр. И это тоже, кстати, есть решение пробок тоже. Почему? Потому что все хорошие школы, все хорошие социальные услуги, по мнению нашего горожан, они все в центре, да, и поэтому все нарушают вот микроучасток по школе, они все везут дети из окраин именно в центр. Хотя, я думаю, это не так. Мы все должны больше стараться детей отправлять по микроучасткам. И на сегодняшний день город в ближайшее время, я думаю, получит только плюс и импульс развития. Почему? Потому что на новых территориях мы будем реализовывать политику и программу города. Я думаю, количество абонентов, количество ресурсов будет тоже увеличено на порядок. Да, я вот как ранее говорил, это вот миллион, я вот ошибся, 134 года, 165 у нас статистически было в городе. С новой территории это население 294 тысячи, да, более 294, 295 тысяч, так скажем. Но фактически мы вот уже обсуждали, да, мы говорим, это где-то более 1,5 миллиона человек. Более 1,5 миллиона человек. При этом ежедневная внутренняя миграция, она еще больше. Потому что и на близлежащий это Кан, даже Такмак, отсюда Сокулук, Карабалта, они приезжают, уезжают, ежедневно работают, учатся в Бишкеке, соответственно, количество еще больше. Это, конечно же, нагрузка, огромная нагрузка на муниципальные службы. Мы работаем над этим. Переполненность мы можем решать только благодаря строительству новых школ, детских садов. За 9 месяцев 2024 года мы сдали 3 дополнительных корпуса в общеобразовательной организации, 7 дошкольных образовательных организаций. Недавно буквально 3 детских сада мы открыли в один день. Но при этом я хочу сказать, что мы используем вот новый метод использования вот так, спальных мест. Когда, вы знаете, вот кровати мы здесь сделали такие сборные. То есть 1, 2, 3 кровати мы можем собирать и комнату высвобождать для уже таких занятий. То есть если в течение дня эту комнату используют как и спальную комнату, так же как и комнату для занятий. Буквально недавно Восток-5, благодаря усилиям Комитета, да, национальной безопасности, а также при личном участии Хамчуя Кадышевича, городу был возвращен детский сад. Детский сад, этот, который использовался в качестве вот сауны, да, и даже если смотреть уже такие истории, то она уже еще большим историями обросло. Мы вернули и восстановили. Буквально это было очень оперативно принятое решение. Соответственно, мы тоже хотели показать, что сегодня этот процесс у населения получил правильный такой оттенок, что мы возвращаем государству, используем, приводим ее вот такой историческую справедливость, если можно так сказать, восстанавливаем. Был детский сад, мы ее восстановили как детский сад. Мы сделали детский сад Баластан, и по мощности оно колеблилось
от 280 до 300 там детей. Но благодаря тому, что мы использовали вот этот метод, мы смогли мощность довести до 660, до 700 детей. Сегодня более 600 детей там у нас воспитываются, и этот детский сад функционирует. То есть вот такие даже решения, когда нам возвращают детские сады, мы готовы оперативно ее восстанавливать и обеспечивать их целевое функционирование. Это большой объем работы. У нас есть еще один проект, но так как он сейчас на стадии обсуждения и ратификации, я думаю, после принятия этого решения мы можем еще дополнительно озвучить, потому что в будущем году предполагаемое количество строительства школ у нас, возможно, будет доведено где-то до 20 школ. Да? Но это сейчас в рамках проекта рассматривается. У нас же был опыт привлечения частных компаний. Вот в 2021 году, когда я первый раз пошел мэром, мне попалось разбирательство доводить до конца Комтранскомом, это Октябрьский район был. Повторно вернулся, опять Октябрьский район, но уже другая компания, Бишкеквторресурс. И каждый раз мы сталкивались с тем, что первый год отлично работа, второй год хорошо, а уже последующие, ну, как придется, да. Но все шишки летят на мэрию. Почему мэрия не убирает, почему мэрия не чистит? За время работы этих компаний, ну, по крайней мере, последним, мы очень много мусорных контейнеров испортили, так как даже машины имеют определенную направленность, как это вывозить мусор, как использовать эти мусорные контейнеры. Даже в этом они не соответствовали, их техника. И в итоге мы вот получили вот такие вот результаты и вынуждены были расторгнуть эти договора. Да? Но теперь мы взялись сами. В этом году на коммунальным службам мы выделили 1 миллиард сомов на закупку техники. Когда мы выделили 1 миллиард сомов, они определили перечень, это было 170 единиц, но мы пошли другим путем. Да, мы могли бы эти деньги выставить, мы пошли другим путем, мы начали ездить сами заводы. Во все заводы. В итоге мы 170 единиц купили, но уже за 563 миллиона сомов. Дешевле, да. 437 миллионов мы сэкономили. Буквально недавно мы приняли решение, еще 200 миллионов из этого сэкономленного направили на технику. И буквально на днях у нас будет техника из Минска, это Белоруссия и Китая. И там у нас есть мусоровозы, снегоуборочная техника, пылесосы современные мы купили, которые прям моют и сразу там очищают это. То есть мы говорим о том, что все коммунальные услуги, большая часть, они будут механизированы и автоматизированы системой. То есть мы будем это делать. И как только прибудут, это уже последняя партия у нас предполагается 28 декабря, но основная масса это уже 15 декабря. Как прибудет техника, я думаю, вопросы с мусором мы будем решать. И, конечно же, пользуясь случаем. Насколько бы это, ну, я не знаю, ну, всегда же хочется, чтобы все делалось без нашего участия, нам только комфорт оставался, да? А когда начинаем кого-то просить, они говорят, ну, понапридумали себе там правила. Это вынос мусора. Вынос мусора с 17 часов до 24:00, чтобы после уже работали наши службы. Мы сегодня говорим это в рамках рекомендаций. Почему? Потому что мы сами до конца тоже не можем обеспечить вывоз мусора вот это ночное время суток. Но мы к этому придем. Вот мы технику закупили, все, будем полноценно. Когда это будет происходить, днем мы, я надеюсь, не будем видеть мусор в нашем мусорном баке. А ночью это уже наше обязательство вывозить весь этот мусор на мусорный полигон. К этому времени, вот со следующего года, буквально ноябрь-декабрь месяц, это гарантированный срок запуска нашего мусора, утилизирующего завода. Да? И, соответственно, я думаю, если эта вся система сработает у нас, мы исключим эти проблемы, мы решим эту проблему.
Так, вообще реальная причина, она тоже такая, если можно сказать, очень многосторонняя, да? Я объясню почему. Первое, это политика открытого неба. Мы говорим о том, чтобы сегодня в городе, в столице исключить вот эти провода, да, не только троллейбусные, а вообще провода, это о том, чтобы у нас была вот эта политика чистого неба, она реализована в полной мере. Второе, вообще, как бы это ни звучало, была еще также поддержка регионов, да, эти троллейбусы говорят, да, куда мы передали, это поддержка. И эта передача вот именно в регионы, в рамках их развития. Я сейчас небольшую статистику скажу, сколько мы тратим на троллейбусы. Вот если возьмем 10 месяцев 2024 года, да, количество пассажира потока 10 месяцев 2024 года перевезено 14 миллионов 376 тысяч пассажиров. Правильно, да? 14 миллионов 376 пассажиров за 10 месяцев. Это, если мы возьмем разницу с прошлым годом, то это на 30, практически на 40% меньше. Понимаете? Насколько вот население не говорило нам, вот, вы убрали троллейбусы, да какие вот там и так далее, но люди меньше стали ездить на троллейбусах. Да, вот если взять, кстати, почему? Потому что они больше стали пересаживаться на вот эти новые автобусы, которые мобильные, которые имеют возможность перевозить там более мобильно от одной остановки к другому. К чему это привело? К тому, что мы увеличились субсидии на троллейбусы, понимаете? Мы больше стали платить за троллейбусы. Если я 100 автобусов там, да, обслуживаю там, и 100 троллейбусов, то на троллейбус я трачу больше субсидий, чем на автобусы. Понимаете, при том, что все вот, кто вот проводил Курултай с участием 10 человек, да, они говорят, вот они там чуть ли не без воздухом ездят. Нет, они наоборот, субсидии мы туда тратили больше. При этом за все время функционирования троллейбусов, да, вот, которые нам дали кредиты, там, если я не ошибаюсь, 70,5 миллионов евро, из них 5,5 это кредит, 2 миллиона это было грант. Вот все это выплачивал местный бюджет. Не за эти доходы троллейбуса мы оплачивали, мы выплачивали именно из местного бюджета. На сегодняшний день осталось порядка 70 миллионов, это на следующий год, если я не ошибаюсь, 70 миллионов, которые также мы выплачиваем. Но при этом еще мы оплачиваем расходы на это троллейбусы. Конечно, мы могли бы модернизировать, да, вот говорят, да можно же модернизировать и так далее. Но троллейбус, он сам по себе, это как пик там вот эпохи троллейбусов, когда они вот были тогда модные, новые, это 60-е, 70-е годы. Сегодня мы должны поменять более 210 километров контактной линии, знаете, чтобы они у нас не стояли вот так. В прошлый раз, до того момента, когда мы начали убирать, там, помните, по Советской, Чуй, где-то 3-4 троллейбуса подряд остановились. И там сразу написали, вот мэр специально их остановил, всем показать, чтобы потом их, да, убрать. Что касается троллейбусов, ну, если ищут мою личную выгоду, это, конечно же, это же не живность, которая после развала Советского Союза там все разносили по домам. Я троллейбус увозить себе на квартиру, куда-то выставлять не собираюсь. Да, то есть это от того, чтобы, если они ищут какую-то прибыль, какую-то корыстную цель, она абсолютно отсутствует. Мы сегодня проводим работу. Недавно была встреча в мэрии города Бишкек с вице-премьер-министром Беларуси, где мы обсуждали возможный вариант модернизации. У нас где-то 48 троллейбусов имеет возможность модернизации. То есть мы можем установить батареи, когда они без
вот этих контактных линий. Электрический автобус, да? Да, получится электроавтобус, но с одной особенностью. Мы только на станциях, на определенных остановках можем оставить эти линии, когда они будут иметь возможность на конечной станции подзарядиться, а потом ездить по маршруту и приезжать. То есть это не проблема, да? В зависимости от того, какую протяженность дороги он проедет, 50 километров или 20 километров, да, там зависит цена этого проекта, да? Поэтому мы эти варианты тоже рассматриваем, но на сегодняшний день решение это только мы будем их убирать. Электробусы, да, у нас 150, 170, 120 электробусов на следующий 25 год. 120 электробусов мы планируем уже привести. Из них и плюс 20 новых автобусов. Но я думаю, если эта работа будет проводиться, мы не будем останавливаться, то количество автобусов будет увеличиться. Много критики, опять недовольства в соцсетях. Но вы знаете, вот мы бы оставили эти кармашки. Вот честно, как на духу скажу, может быть, мы даже на моих странах оставили. Но когда мы начали смотреть, кто там останавливается, вот вы когда-нибудь вот останавливаясь около 1000 мелочей, было ли когда-нибудь свободное место? Мы всегда вот уже поверх них останавливались. Почему? Потому что владельцы, да, владельцы магазинов, бутиков, с утра до вечера ставят там, понимаете? То есть смысл. И мы на сегодняшний день закрываем. Я недавно, вот буквально ехал, читал аналитическую там такую материал, где говорилось, вот они закрыли, да, они заставили владельцев ездить на маршрутках, но большая часть пассажиров уже негде встать, негде остановиться. Но мы же должны понимать, что на сегодняшний день именно они были причиной заторов на дорогу. Но при этом есть такое, у нас есть тоже исполнители же, им одно говоришь, они начинают это все применять везде и вся. Нет, мы сегодня есть моменты, когда на таких промежуточных там, дорогах тоже начали поднимать бар. Мы говорим, нет, извините, там надо идти по другому направлению, искать другое решение, мы там уже исключаем эти недостатки, мы убираем эти бордюры. Почему? Потому что там есть уже, именно там вот, горожане должны иметь возможность, да, на дополнительных улицах где-то останавливать свои машины. Но это не бесконечно. Еще раз повторю, конечно, мы должны больше усилий сделать именно на многоярусной парковке, на то, чтобы строительство новых жилых домов, бизнес-центров, она всегда должна быть сопряжена с строительством подземных, надземных парковочных мест. Буквально сегодня я вот услышал, что требования даже ужесточают там, на одну квартиру, одну парковку. Я думаю, это надо поддерживать, это надо реализовывать. В противном случае есть риск того, что мы просто не будем знать, куда ставить машину. И в конце я могу добавить, очень много вот журналистов ездят, рассказывают опыт Японии. А в Японии, вы знаете, да, если вы не доказали и не показали документу о том, что у вас есть парковочные места, вы купить машину не сможете. То есть основа там другое. Там не купил и ищешь себе парковочные места, а сверху ты должен доказать, что у тебя есть парковочные места. Земля. Да. И поэтому мы тоже, думаю, со временем должны переходить к этому. Да?